Какие значимые события произошли в Кыргызской фондовой бирже за 2022 год? А этот год не только для Кыргызской фондовой биржи, в целом для фондового рынка нашей страны, не побоюсь слова, это исторический год, потому что вышел указ президента о развитии фондового рынка и биржевой деятельности. Это главный документ, наверное, которого фондовый рынок ждал 23 года, потому что последний указ аналогичный был в 1999 году. Глава государства ставит задачи. Первое — это цифровизация всех услуг на фондовом рынке. Второе — это вывод госкомпаний на местное IPO, на Кыргызскую фондовую биржу, для того, чтобы и компании привлекли инвестиции, и у населения появились инструменты для инвестирования. Что же касается цифр, уже на декабрь месяц объем торгов составил 16 миллиардов 743 миллиона сомов. Это исторический показатель по объему торгов. Если в прошлом году сравнивать с прошлогодними показателями, то в прошлом году было 9 миллиардов 800 миллионов. То есть прирост достаточно существенный. Почти Два раза, да. Еще больше нас радует то, что это рост капитализации компаний, которые прошли процедуру листинга на бирже. Их сегодня 31 компания, и стоимость акций листинговых компаний достигла отметки 73 миллиарда сомов. Или же индекс достиг 2100 с лишним пунктов. Так, а к капитализации биржи она достигла исторического максимума в 73 миллиарда сомов. За счет чего это произошло? Два фактора. Первый фактор — это в 2021 году, в начале 2022 года были созданы государственные компании, это Крызиндустрия, Фонд развития и поддержки туризма, акционерное общество, которые прошли у нас листинг в третьей категории и проводили увеличение капитализации. Но еще менее важнее — это именно те компании, которые находятся в листинге, например, как аэропорт Манас. Мы наблюдали, как активно на вторичном рынке торговались акции, и был прирост стоимости по акциям. А это напрямую влияет на увеличение капитализации листинговых компаний. Недалек тот день, когда мы достигнем отметки в $1 миллиард. Это капитализация листинговых компаний Кыргызской фондовой биржи. Вопрос это относительно ликвидности. Вот бумаги наши в Кыргызстане, насколько они ликвидны? Когда речь заходит о ликвидности именно ценных бумаг, акций, то, к сожалению, мы не можем похвастаться большим количеством ликвидных ценных бумаг, о котором, например, наслышаны на американских рынках, на западных рынках, такие как, например, Facebook, Apple, Google. Это каждый, наверное, житель Кыргызстана знает про эти ценные бумаги. Естественно, ликвидность этих ценных бумаг несоизмеримо очень высока, но, тем не менее, мы формируем свой список ликвидных ценных бумаг, которыми населению интересно инвестировать. У нас сегодня основные как раз таки инвесторы на фондовом рынке — это население, это розничные инвесторы. И мы хотим нарастить как раз таки базу розничных инвесторов, предлагая высоколиквидные акции, которые могут приносить дивиденды, которые могут расти в цене. Сколько в этом году компаний участвовали в торгах? В целом мы проводили анализ в 2022 году по декабрь месяц. Около 100 компаний в секторе листинг, не листинг, по ним проводились сделки на бирже. В этом году мы наблюдали, в конце прошлого года уже эмитенты постепенно выходили на фондовый рынок, то уже в 2022 году, как Текстиль Транс, как UBS Транзит, Стройдом, также Банк Азии. Таким образом, компании, которые выпускали корпоративные облигации, и таким образом привлекали инвестиции. А также мы наблюдали, в целом у нас хорошая динамика, новые акционерные общества регистрируются. Если раньше старались, что акционерные общества старались именно наоборот юридически переходить в форму общества как закрытое акционерное общество, дали ОСО. А сегодня мы наблюдаем наоборот, что компании стараются быть публичными, с ОСО и ЗАО переходят в акционерное общество, чтобы быть публичными, а это им дает возможность привлекать длинные деньги, инвестиции посредством фондовой биржи. Как обстоят дела с товарно-сырьевой биржей? Насколько она популярна и какой товар на ней самый ходовой? Да, товарно-сырьевой сектор для нас оказался наиболее таким достаточно новым сектором, и этот сектор потребовал очень много усилий со стороны нашей команды при содействии Кабинета министров.
для того, чтобы этот сектор заработал наконец-то. Нам надо отметить, за всю вот нашу независимость страны, к сожалению, у нас так и не появилась организованная такая товарная биржа, где бы мы бы каждый день наблюдали бы, сколько стоят основные товары или сырье, рыночная их стоимость. Соседние страны в этом плане очень далеко вперед ушли. У них все основные позиции товаров в Узбекистане, в Казахстане, в России, все они торгуются на товарной бирже. Таким образом, население видит рыночные индикативы, сколько стоит рыночная цена какого-либо товара или сырья, а государство тем самым ведет аналитику, на какой товар спроса больше, а на какой товар, наоборот, предложения больше. Мы этого очень долго добивались, и в этом году удалось уже вывести именно на практическую реализацию все намеченные наши планы. А также мы определили перечень товаров, торгуемых на товарно-сырьевом секторе. И в этот перечень вошли основные товары, так пшеница, ГСМ, масло и другие виды товаров, как сахар, цемент, уголь. Эти все основные товары, которые могут торговаться сегодня на товарно-сырьевом секторе. Объем торгов, как я вот вначале отметил, уже составляет в этом году 770 миллионов сомов. Это как раз-таки тот объем, который гарантом исполнения этих сделок как раз-таки выступает Кыргызская фондовая биржа. Мы контролируем полный цикл заключения сделок. Это то есть биржа предоставляет некий банковский аккредитив и выступает гарантом исполнения этой сделки. К 2025-2026 году как раз-таки каждая страна в члены ЕС будут интегрироваться именно товарными биржами по таким основным направлениям. Что если к этому времени у нас не будет сильной товарной биржи или в целом товарной, а чем нам интегрироваться в целом? Это вопрос не только, наверное, кыргызской фондовой биржи, это достаточно страновой вопрос. Без развитой товарной биржи невозможно интегрироваться в вот эти объединения. Исходя из этого, сегодня у Кабинета министров в этом направлении есть четкое понимание. Из этого мы получаем уже, совместно прорабатывая все эти вопросы, у нас получается постепенно уже к 2025 году этот рынок освоить так, чтобы мы могли достойно интегрироваться в этот сектор. Также в этом году вы запустили биржу драгоценных металлов. Как обстоят на данный момент дела с ней, насколько это интересует кыргызстанцев? И если интерес не очень большой, как вы планируете это актуализировать, популяризировать? Запуск сектора драгоценных металлов это вот вопрос такой достаточно, который мы 2 года, наверное, прорабатывали, активно взаимодействовали с ювелирными компаниями, с ассоциациями ювелиров, а также с Кабинетом министров для того, чтобы понять, что требуется рынку, что необходимо именно организовывать. Афинированного золота по рыночной цене практически на рынке нигде невозможно купить. Тем самым мы озадачились, что для того, чтобы наши ювелирные компании могли конкурировать или экспортировать продукцию, ювелирные изделия, она должна быть изготовлена из соответствующего сырья. Когда мы запускали сектор драгоценных металлов, и первыми у нас аккредитацию прошли как раз таки ювелирные компании. И заключили соглашение с Национальным банком Кыргызской республики для того, чтобы с 2015 года Национальный банк у себя на площадке продает мерные золотые слитки. И теперь они сегодня, с сентября месяца, параллельно также торгуются на Кыргызской фондовой бирже. Но в целом мы видим, что ювелиров это золото не сильно интересует. Они все-таки хотят золото покупать именно по рыночной цене, которую они тоже наблюдают в Лондоне. Фиксинг именно вечерний, утренний, по какой цене в Лондоне рыночная цена на золото. Тем самым сейчас прорабатываются вопросы для того, чтобы именно государство само стало продавцом золото на Кыргызской фондовой бирже по рыночной цене для ювелиров. А какие еще планы по улучшению КФБ вы себе наметили? Первое, мы не должны потерять темп работы, который проводили в 2022 году, имеется в виду показатели, рост. Эти направления должны активно дальше развиваться. Первая задача — это завершение процесса все-таки вхождения государства в капитал Кыргызской фондовой биржи. Государство у нас должно стать крупнейшим акционером на бирже, для того, чтобы совместно с государством мы могли реализовать все намеченные наши задачи и реализовать указ президента. Это первая задача. Вторая задача —
государственные ценные бумаги, где эмитентом выступает Министерство финансов Кыргызской Республики, 12-месячные ГКВ и 2-летние ГКО, 2 вида государственных ценных бумаг с нового года будут размещаться на Кыргызской фондовой бирже. И основной акцент именно на розничных инвесторов, а также усиленная работа в товарном секторе и в секторе драгоценных металлов. Естественно, 2023 год для нас это когда в сектор устойчивого развития, это зеленые социальные облигации, чтобы этот инструмент у нас все больше охват этим инструментом, чтобы все больше компаний выходили на фондовую биржу и привлекали инвестиции путем выпуска устойчивых облигаций. Естественно, самое важное, опять же, это цифровизация всех услуг. 2023 год, опять же, станет переломным тем, что наконец-то появится возможность на уровне мобильного приложения уже покупать ценные бумаги, получать котировки в онлайн-режиме. Надеюсь, уже в 2023 году уровень в целом, инфраструктуру фондового рынка Кыргызстана уже выйдет на новый следующий уровень.